Салам алейкум. Здравствуйте, уважаемые друзья. 9 ноября в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о признании Татарстана независимым государством. Я хочу от себя, от Башкирского национально-политического центра, а также от Башкирского национального движения поздравить Татарстан и татарстанцев с этим событием. Я считаю, что Татарстан давным-давно созрел для того, чтобы стать независимым государством. Как никто другой, он достоин этого. Потому что в начале 90-х годов, когда начался парад суверенитетов, Татарстан и Чеченская республика Ичкерия не подписали федеративный договор. И долгое время чеченцы, скажем так, с оружием в руках отстаивали свою независимость. А Татарстан и татарстанцы, и татарский народ были, скажем так, в фарватере борьбы за суверенные свои права, за свободу, за федерализм, ну и так далее. Поэтому я считаю, что татарский народ давным-давно созрел для того, чтобы стать независимым государством. У него для этого все есть, и экономика успешная, и элита, и мотивированный народ, и интеллигенция, и лидеры, все есть для этого. Поэтому я поздравляю с этим первым шагом. Конечно, да, там сейчас, скажем так, татарские манкурты, манкурты есть в каждом народе, уже начали там голосить, что такие как Айрат Фарахов, да, там Айдар Медшин, это депутаты Госдумы от Татарстана, начали голосить, что пусть Украина не вмешивается в дела в Татарстана, нам независимость не нужна, нам хорошо внутри России. Конечно, это им хорошо. Им хорошо, потому что у них бизнес, у них теплые места в Госдуме. Они давным-давно уже не представляют интересы татарского народа, Республики Татарстан, они представляют только свои интересы. Поэтому на них вообще не стоит внимания обращать. И когда наступит час X, их просто сметут. Также я слышу, читаю, скажем, мнение других общественных деятелей, политических деятелей о том, что якобы с помощью оружия нужно завоевывать свободу. Что если кто-то признает свободу Татарстана, то это ничего не даст. Тут, с одной стороны, я могу согласиться, с другой стороны, нет. Я согласен с тем, что, конечно, свобода не дается признанием кем-то, в первую очередь, тем более, если ты сейчас на данный момент находишься в колониальной зависимости, да, от Москвы. Конечно, свобода просто так не дается. Ее нужно будет завоевать, возможно, с помощью оружия, пролив кровь, но так она будет дороже, так ее будут больше ценить, эту свободу. Потому что, как показывает история, те государства, которым свобода упала с небес, скажем так, они, как правило, ее не ценят и очень быстро теряют. Яркие примеры это Белоруссия, Туркменистан, где самодуры, скажем, всю свободу эту забрали себе и управляют как хотят своими собственными государствами. Так вот, конечно, да, свободу нужно завоевывать, и вполне возможно придется это делать. Но все же, признание других государств независимости Татарстана дает очень большой, скажем так, мотив жителям Татарстана, татарскому народу. Они, скажем, вдохновятся этими событиями, у них пробудится интерес к своей независимости, к политике уже. Многие переосмыслят сегодняшнее положение вещей и начнут уже думать, действительно, а почему бы нам действительно не стать независимым государством? Что мы получаем от того, что находимся в составе России? Ничего хорошего, да, язык татарский уничтожается, политики как таковой нету, сажают лидеров или изгоняют из государства, и так далее, там много проблем. Этого ничего не будет, когда татары будут независимым
государством сами управлять, собственно. Поэтому признание другим государством это тоже очень большой шаг. Я с этим шагом, еще раз говорю, поздравляю. Хватит. Татары уже полтысячелетия находятся в колониальной зависимости от Кремля. Некогда сильное независимое государство, да, Казанское ханство, было порабощено, уничтожено. Многие жители были убиты. И это порабощение шло многие-многие века. Сейчас вот открывается окно возможностей. Я надеюсь, что все-таки татары станут независимыми. Почему я этому рад? Ну, естественно, татары это братский соседний народ, тюркский, такие же мусульмане. Конечно, я за них рад. Я также понимаю, что как только татары обретут независимость, вслед за ними и башкиры обретут независимость. Естественно. И нам будет проще, когда два тюркских мусульманских государства будут совместно отстаивать независимость, свободу. И я уверен, что в случае, если кто-то посягнет на независимость Татарстана, башкиры обязательно придут на помощь со своими вооруженными силами и постараются максимально помочь для того, чтобы Татарстан отстаивал свою независимость и свою свободу. Еще раз поздравляю Татарстан, татарский народ с тем, что вот такой уже шаг есть. Иншаллах, вы обязательно станете независимыми.